Приветствую вас, зрители национального, в студии Диана Дударова. В эфире главное. Вечер бокса. Одно из главных спортивных событий года в Ингушетии состоится уже на следующей неделе. Международный турнир по боксу, посвященный столетию ингушской государственности, пройдет 27 июня во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. Как проходит подготовка, кто примет участие в спортивном мероприятии и в чем заключается его уникальность, узнаем далее в интервью. У нас сегодня в гостях президент Федерации бокса Газгирей Ломали. Ломали Багаудинович, здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Расскажите нам, на какой стадии сейчас подготовка к международному турниру по боксу? Насколько сегодня регион готов встречать гостей? В принципе, мы на финишной прямой. Осталась ровно неделя. Идет вовсю подготовка. Спешно. Вроде бы пока укладываемся. Все вроде бы идет пока хорошо. На данный момент какие работы ведутся? Сейчас гостиницы, как обычно, вот гостиницы, перелеты. У нас же иностранные гости, визы мы все сделали. Сейчас, как бы, ну, билеты вот обычно, вот это вот, какие-то больше, что такого серьезного нет. Контракты подписаны. В телеграм-канале глава Ингушетии тоже анонсировал проведение турнира совсем недавно. Приглашал и жителей республики, и гостей региона посетить спортивное мероприятие. Также он отметил в своем телеграм-канале, что он будет уникальным. Вот хотелось бы спросить у вас, как у руководителя федерации, в чем заключается уникальность, необычность этого турнира? Чем вы намерены радовать гостей и жителей республики? Этот турнир уникален тем, что будет большое привлечение внимания мирового уровня, потому что сборную Ингушетии готовил как бы это Костя Дзю, абсолютный чемпион мира. Сборную мира как бы, ну, готовил Кевин Джонс. И уникальность того, что будут очень почетные гости, прилетят к нам. Это будет большое привлечение внимания к боксу. Бокс сейчас опять развивается. Да, Всевышний все сделаем, чтобы его развить. И уникальность будет, это будет праздник для народа. Наши молодые ребята увидят большую арену, как бы. Это все необходимо сегодня. Как бы. Почему? Потому что молодой мальчик, когда он видит, что у себя в республике, флаг республики, гимн республики, и у него появляется мотивация выступать. Когда-то давно нам этого не хватало. Вы отметили, что капитаном нашей сборной будет Костя Дзю. Расскажите, как была достигнута договоренность с легендарным боксером? Ну, с Константином Дзю у меня хорошие отношения. Так же, как и со всей Федерацией бокса России. Все это благодарность Уману Назаровичу Хмелеву и Алексею Аксесину, там, ну, многие ребята. И особая благодарность Владимиру Викторовичу Хунову. Как бы просто чисто дружеские отношения. И с Константином очень теплые, хорошие отношения. И как-то вот пришли, сели, поговорили с ним, и он прилетел, побыл с главой. А какую работу проводит с нашей сборной сегодня Костя Дзю? Костя Дзю, вот недавно мы были в Москве, он нам дал план подготовки полностью. Мы потренировались с ним, тоже освещала Матч ТВ, подготовку нашу. И как бы наставления. Хотелось бы услышать, кто составил сборную Ингушетию, кто сегодня на турнире будет представлять нашу республику, насколько наши ребята подготовлены и каких результатов вы от них ждете? Пока вот по договоренности главный бой вечера будет Исмаил Илиев против порториканца. Вот фамилия не помню, если честно, вот порториканца. Ему недавно поменяли в соперника, должен был быть аргентинец. Взяли очень неплохого порториканца. Илиев готов. Также Курейш Сагов, тоже с Южной Африки. Тоже фамилия забыла, они просто поменялись. Я боксирую тоже с Максом Топором. Ну, мой бой это благотворительный бой. Как бы я параллельно боксом занимаюсь с наркозависимыми людьми. У меня была договоренность 44 человека бесплатно положить в реабилитацию, и что я подержусь. Кстати, да, вот был у нас такой вопрос, вы нас опередили. Для вас этот день будет достаточно непростым. Вы, как руководитель федерации, не только должны наших спортсменов поддерживать, гостей встречать, но и будете сами участвовать в турнире как спортсмен. Как вы на это подписались? Почему вы согласились? Это все-таки непросто. Это было несколько лет назад. Мне на турнире сидели, мы на турнире в Москве, мне предложили, будешь драться. Я весил 130 килограмм.
Я сказал, буду с условием, если вы положите 15 человек бесплатно в реабилитацию. Ну, малоимущих людей, там, не то, что там, родственников, еще кого-то, а просто людей, у которых нет возможности. Потому что я сам проходил этот путь. То есть вы проходили реабилитацию Да. в прошлом? Да, ну я аттестованный специалист по химической зависимости. Параллельно. А когда вы последний раз выступали? 24 года назад. И как шла подготовка к этому бою? Ну, Как 30 килограмм скинул вес. Да, нам известно, что ваш соперник тоже тяжелая весовая категория, 100 килограмм, 1,80 м рост. Больше 100. Больше 100, 110, да. 112 даже. Ага, ну вот эта информация, которую мы нашли на просторах сети, и называют его звездой кулачных боев, Да. ММА. Как вы оцениваете свои шансы и знаете ли вы слабые стороны Макса Топора, Да. так называемого? Знаем, конечно. Знаем шансы. Шансы на все воля Аллаха. Единственное, что могу обещать, что выйду и сделаю все, что могу. А там результат за Аллахом. Вот о наших спортсменах еще хотелось бы поговорить. Кто еще, помимо двух озвученных вами боксеров, будут выступать от сборной Ингушетии? От сборной Ингушетии почти что весь андеркард сборной Ингушетии будет. Это будет Плиев Рахим, Плиев Моусар, Ибрагим Таркоев. Будет в эфире драться, дебют будет. Это очень перспективный парень. Я на него возлагаю большие надежды. Это парень, который имеет на сегодняшний день все, что нужно спортсмену. Как бы мы ни говорили, бокс – это спорт для бедных. Не каждый обеспеченный человек готов пропускать такие удары и выносить на износ такие тренировки. Ибрагим – это парень замотивированный, очень воспитанный и такой харизматичный парень. Самый молодой мастер спорта Ингушетии на сегодняшний день. Я в него верю, и как бы это будет под эгидой нашего промоушена, который я открыл, вообще, федеральный промоушен, но первый турнир вот будет здесь. И дальше я их подпишу у себя в промоушене, как бы после боя я улечу в Москву и начнем дальше путь. И Чахкиев, это Чахкиев Плиев, Рахим Плиев, Моусар, два брата, очень перспективны. Потом из соседней республики мы пригласили гостей, чтобы тоже выступили. Допустим, в Чечне будет парень драться. Я вот сейчас веду переговоры. Далхаев есть такой парень, он у нас очень много раньше боксировал. И как бы парень такой вот, таким рекордом, но он очень хороший, смелый парень. Он будет в андеркарде драться. Многие ожидали увидеть еще одну фамилию из наших боксеров. Это Альберт Хамхоев. Почему его не оказалось в этом списке? Ну, там у нас произошла такая ситуация, что кое о чем мы там не договорились. И он должен был драться, и я забыл, чтобы он дрался. Иногда бывают условия, которые ты не можешь выполнить в жизни. Условия со стороны федерации или Нет, со стороны спортсменов? Со стороны спортсменов. А как вы вообще достигали договоренности со спортсменами? По каким критериям, условиям они отбирались на турнир? Ну, кто действующие боксеры. Действующие. Конечно. Действующие боксеры, которых я вижу в дальнейшую перспективу перехода в профессионалы. И так, чтобы ребята почувствовали большой ринг, также, чтобы ребята чуть заработали. А как формировалась сборная мира? Кто с удовольствием принял наше приглашение принять участие? Очень много спортсменов, было и желающие есть. Это же красиво на самом деле. Когда вот республика, да, вот у нас последний раз такой турнир у нас был 7 лет назад. Вот можете представить, вот в Москве такие турниры в месяц раз проходят. Понимаете, и когда у тебя на родине телеканал Матч ТВ, все звезды, которые там есть, да, прилетят. Это же мотивация для людей, это привлечение внимания. Для меня лично этот турнир, как руководителю, он привлечь внимание к боксу, потому что его надо развивать. А как его развивать? Только так. По-другому ты его развивать не сможешь. Старая модель поведения не работает. Знаете, вот есть компульсивное поведение человека, когда человек совершает одну и ту же ошибку, ожидает другого результата. Надо чуть по-другому посмотреть. Ну, не видим, не получается. Да, это когда-то получалось, это когда-то было успешно. Мир, эволюция, люди меняются, мир меняется. Чуть-чуть надо посмотреть. Вот, не работает же старая модель. Я вот собрал коллектив, сказал, я говорю, ребят, чуть-чуть по-другому будем работать, так, чтобы у нас все получилось. И вроде бы получается. Получается? Да. А что изменилось в вашем подходе? Чем он
отличается от старого? Вы знаете как, сегодня мир интернета, я хочу, чтобы ребята вели Инстаграм, я хочу, чтобы они были. Почему? Потому что эфирные бои, это только раскрученных ребят ведут. Понимаете? Эфиру интересен продукт, который интересен людям. Он не интересен от того, что хороший боксер, и ты, ну, ты не знаменитый. Вот почему я взял вот ребят, вот любителей, да, сделал им профессиональные бои. Когда я их буду вести параллельно профессионалы и параллельно любители, даже если этот парень, он в любителях будет хороший, но он не будет профессионалом, его мало кто будет знать. А если я его буду вести в профессионалах, то когда он будет на любительском турнире драться, уже люди будут смотреть, его ждать, в любителях тоже. Как бы сегодня Федерация бокса позволяет России выступать и в любителях, и в профессионалах. Раньше нельзя было. Я вас правильно понимаю, людям хочется зрелищности? Конечно. Людям нужен кураж. Кураж будет на нашем турнире? Конечно. Куража, я думаю, будет много. Также хотелось бы услышать о спортивной инфраструктуре. Мы понимаем, турнир пройдет в одном из главных спортивных сооружений нашего региона. А вот насколько Дворец спорта сегодня готов принять гостей, спортсменов, какие условия будут создавать для всех? Чуть-чуть там нужно доработать. Мы заезжали туда, приезжала делегация, мы смотрели, да, есть чуть вещи, которые надо исправить нам в Дворце спорта. Так, идеальная локация для проведения этого турнира. Исправимо все, остается чуть меньше недели. Вроде постараются, решают. Вот сегодня связывались. А кто финансирует турнир? Много ли у вас спонсоров? Я выделить хочу там вот, людей, которые они не находятся там ни в нашем правительстве, нигде. Конечно, глава и правительство финансируют, также финансирует Федерация бокса России, Умар Зарашкингов больше половины финансирует. Они, есть частные ребята, которых я не могу там не отметить, это компания MG, вот, Мальсагов. И отдельно у меня благодарность Батажеву Магомеду Меди. Он не то, что этот турнир, он вообще помогает в развитию бокса, и я ему очень сильно благодарен. А что с боксом в регионе? Насколько сегодня ваша федерация активно развивается? Насколько этот вид спорта интересен сегодня нашей молодежи? Бокс на самом деле самый интересный вид спорта. Это не мои слова, но как он развивается, я не буду говорить. Я не люблю говорить о себе. Ну, вы можете узнать. Ну хорошо, о себе вы не будете говорить, но бокс развивается. Сегодня появился какие у нас результаты, что у нас по инфраструктуре, хватает ли залов, помещений для зрителей? Сегодня в составе сборной у нас вот на последний чемпионат России зашло 2 человека в состав сборной России. Это очень хорошее достижение по мужикам. Первенство России, парень наш стал чемпионом России, 4 боя досрочно, 5-й бой 5-0. Отобрался на чемпионат Европы, в Боснии и Герцеговине будет. Также ребята вот недавно выиграли СКФО. Ну, результаты, они же в интернет-просторе есть, можно их увидеть. Просто я не люблю говорить о себе. Ну, все-таки, я думаю, что стоит. Это не мои достижения. Ребята говорят. Это не мои достижения, это достижения тренеров. Считать там, я там руководитель, я люблю оценивать ситуацию трезво. Да, я какие-то вещи, там, свою функцию, это я как вот одна из функций механизма, и все. И приписывать там какие-то вещи, там, нет, несправедливо будет. Человек-тренер, который утром встает, идет на тренировку, тренирует детей, я считаю, он делает больше, чем я. Если так вот честно, по-мужски сказать, я лично не готов утром вставать и ходить, я могу раз-два пойти, 3-й раз я точно не пойду. А вы вообще посещаете эти тренировки? Конечно, я сам тренируюсь, да, конечно. Я посещаю, все, во всем наблюдаю, лоббирую, знаю, в каком зале кто, как, всегда. А есть у вас проблемы с тренерским составом? Нет, у нас, как бы, знаете, как тренера, это же люди, это коллектив. Вот, допустим, у одного человека, как у меня, допустим, у меня дефектов характера очень много. Я как преподаю же, как бы, отдельно, я занимаюсь зависимыми людьми, там я сталкивался с этим всегда. И как руководитель мне приходится где-то вот в этом уступить. Почему? Потому что черта характера в этом плохая, но вот зато вот в этом он хороший. Да? Вот, и психопортрет человека сделать и как бы трезво оценивать ситуацию. Мы же не можем изменить человека. Нам нужен результат, а каков человек, это его жизнь, и не нам решать. А вот что вы скажете о наших боксерах? Много ли у нас перспективных ребят?
Вот у нас один олимпийский чемпион, Рахим Чахкиев. Есть ли ребята, которые сегодня подают, ну, реально серьезные надежды, и от которых вы реально ждете таких серьезных, масштабных результатов? Я всегда говорю это и буду говорить. Ибрагима Таркоева я верю, я знаю, если он будет так же тренироваться и выступать, как он выступает сегодня, он покажет миру, что такое бокс. Также Фаргиев есть, Плиев, Рахим есть. Это люди, которых я верю. Да? Их много ребят, которые действительно я даже боюсь вот одного назвать, второго нет. Они, Абдулла Аушев есть, хороший пацанчик у нас. Их много пацанов, которые просто, знаете как, вот когда парню 19 лет, у него там появляется, дома начинается, зачем тебе бокс нужен, иди работай, да, вот. И мне приходится, вот я там вот договорюсь, как бы, я ни от кого не завишу, как бы, я сам все делаю, ну, как бы, мне друзья мои помогают. Лично просто мои дружеские отношения. И, как бы, то есть нужна поддержка все-таки? Бокс нужна поддержка, но я ее не прошу. Пусть будет так, как есть, и потихоньку мы идем. Главное, то, что касается Федерации бокса России, у них это все есть. Но в их лице вы поддержку чувствуете? Конечно. Какую поддержку? Они делают свою работу. Это как, вот, знаете, как люди на передовой. Им надо всегда помогать. Это, на самом деле, это ребята, которые стоят на передовой. Люди любят встречать в аэропорту, когда человек становится чемпионом, окружать его, фотографироваться. А вы, ну, кто-то думал, как это? Вот видит по телевизору бой идет, дерется парень. Все хлопают, в аэропорту встречают. А что за этим боем стояло? Как это добивало, чтобы он попал в прямой эфир? Сколько нервов, сколько всего. Никто же это не видит. Знаете, да, даже сколько ребят летело, я никогда с ними не летел, я их отправлял вперед. Потому что некоторые вещи для меня противны. Просто я знаю, как люди себя некоторые вели. Это, может, неправильно в прямом эфире говорят, ну, я никого не стесняюсь, я говорю так, как есть. А как вы думаете, опыт проведения таких турниров масштабных, как тот, который пройдет 27 июня, насколько это благоприятно сказывается в целом на развитие бокса? Это и есть развитие бокса, потому что туда прилетят самые влиятельные люди бокса. Они наглядно увидят ситуацию. Есть чувство уверенности, есть чувство убежденности. Это разные чувства. Вроде бы кажутся одинаковые, но они разные. Когда человек своими глазами видит, что происходит, как это все, и как бы, я могу 10 тысяч раз рассказать человеку, но когда человек один раз сам увидит, он совсем по-другому на это посмотрит. Только так, как бы, прилетят звезды, показывают мастер-классы. Вот, допустим, любой мастер-класс, он приносит пользу. Это развитие бокса. Только так развивается бокс. Любой спорт. Это опыт, это большая арена, это телеканал, это, да, мне 44 года, я буду чувствовать это напряжение. Если бы это напряжение не было, я 10 раз не подрался. Просто это напряжение, но это неизбежность жизни человека. А вот для тех, кто не сможет прийти на вечер бокса, говорилось, что Матч ТВ будет в прямом эфире вести трансляцию турнира. Расскажите, пожалуйста, в силе ли эти договоренности? Конечно, в силе. Матч ТВ будет показывать в прямом эфире. Точная дата у меня вот там, точное время, это 27-го, а телеканал «Боец» будет еще показывать весь андеркард. Эфирных боев будет 5. А андеркарде все бои будут показывать, это телеканал «Боец» будет показывать. И на наш телеканал, скорее всего, будет транслировать, потому что ведутся тоже договоренности с Матч ТВ. Хотелось бы отметить такой момент, что опыт проведения массовых и зрелищных турниров у нашего региона уже есть, и некоторые из них становились традиционными. Как вы думаете, вечер бокса, у него есть шансы стать традиционным турниром? Когда все это начиналось, почему я решил открыть промоушен? Потому что у меня есть хорошие отношения в Москве, и мне предложили открыть свой промоушен, потому что мы готовы, говорит, тебе помогать, мои друзья. И я сказал, мне для чего этот промоушен нужен? Я не собираюсь на промоушен что-то зарабатывать, еще что-то. Это как бы у меня другие цели жизни. А я это открыл лишь для того, чтобы вести своих боксеров, чтобы они комфортно выступали, чтобы у них было место, вот их дом, где они могли прийти и выступать. И я думаю, в год 5 турниров я буду проводить наш промоушен, ну, по России, да. Ну, Ингушетия будет в год 1 турнир, это как минимум.
даст Аллах, будем проводить под нашей эгидой. И еще дальше будет, если возможность, привлекать другие промоушены тоже. Как бы, наши отношения позволяют это делать. На сегодняшний день. Я не знаю, что будет завтра. Как вы думаете, на сколько процентов будет заполнен дворец спорта? Много ли вы гостей ждете? Допустим, с ближайших регионов уже, наверное, много будет заполнен, которые только звонят мне. Я думаю, он будет заполнен даже до начала за пару дней. Посадочных мест 3500, 3000 мест, верно? да. 3500 мест, да. Но внизу будет еще это, там, портер будет, где гости будут. Гуламали Багаудинович, спасибо вам, что пришли к нам, приняли участие в нашей программе, ответили на вопросы. Желаем вам успешного проведения турнира, вам победы в вашем медийном бою и, конечно же, отличных результатов нашим боксерам, ребятам. Уважаемые зрители, вам спасибо, что были с нами. Это была программа «Главное». Говорили мы о подготовке к международному турниру «Вечер бокса», который состоится 27 июня у нас во Дворце спорта имени Берда Ебоева. С вами была Диана Дударова. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До новых встреч!